Сегодня с города Бирска начинается гастрольный тур по республике Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана. И генеральный директор сегодня у нас в студии. Артур Искандарович, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Роза. Ну что ж, первый раз мы видимся с вами в новом 2025 году, и сегодня у нас есть один из поводов. Начинается именно гастрольный тур по республике Башкортостан, начинается он с Бирска. Это традиционное мероприятие. Вот, с каким настроением выезжаете? Всегда с огромной радостью. Во-первых, я очень рад вас видеть. Мы с вами давно не виделись в этой замечательной студии. И, конечно же, январь месяц – это всегда традиционно туры по республике, но и не только. Мы выйдем не только в близлежащие города республики, такие как Бирск, Стерлитамак, Салават, но и города Зауралья. Это будет Сибай, это будет Белорецк, Магнитогорск, ну и, естественно, конечно же, наши концерты в Уфе. Поэтому традиция сохраняется. Я всегда держусь за то, что мы привнесли. А самое важное, что у всех у нас есть эта традиция. Вот ежегодный тур по Зауралью, который дважды в год у нас проходит, продолжается, и я очень этому рад. И, конечно же, мы наряду, выступая в главных концертных залах нашей страны, таких как мы с вами часто анонсируем, концерты оркестров в Большом зале Московской филармонии, Московской консерватории, Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского театра. Мы не забываем про наши города. Для нас это крайне важно, выезжать совсем в маленькие поселения и города, и, естественно, в неприспособленных концертных залах, которые, пожалуй, принимают высокое искусство раз в десятилетие, выступать и привозить великие произведения человечества. Для нас это важно. Ну, не в полном составе наверняка выезжаете. В полном составе. Естественно, в полном составе. Мы ни в коем случае не делаем никакой скидки, выступаем мы ли в Москве, в Санкт-Петербурге, либо в Бирске. Для нас это абсолютно равноценно и по организационным моментам, и по репетиционным моментам, и по отдаче процесса. Абсолютно равноценный. Ну, не буду спрашивать про звучание в помещениях, которые вы говорите, да, может быть, раз в десятилетие принимают таких артистов, именно музыкантов такого уровня. Но спрошу про зрителей. Понимаю, что это уже традиция. И получается ли именно, может быть, воспитать это вкус к музыке? Это сложный вопрос, я вам честно отвечу. Но для нас задача несколько другая стоит. Не сколько воспитать вкус, это, наверное, больше вопрос к родителям тех людей, кто приходит в концертный зал. Но в первую очередь мы понимаем, что в данных городах не представлено высокое искусство от слова «совсем». Хотя это неправильно будет сказать. Оно вообще не представлено. И вот этот момент мы должны просто как коллектив, который призван дарить красоту и все самое лучшее, что есть у человечества, мы обязаны просто приезжать в эти города. А уже у кого что там воспитается, я надеюсь, что все у этих людей будет хорошо, потому что они пришли на концерты истинного искусства. Они послушали изумительных музыкантов, которые собраны не только с Республики Башкортостан и не только с Российской Федерации, но и из зарубежья. И они приехали в эти города и делятся своим, безусловно, большим талантом. Какие произведения исполнят музыканты, например, сегодня в Бирске? Вы знаете, весь тур мы построили из гениального произведения, пожалуй, одного из самых популярных, если можно так сказать, в мире. Это музыка балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. И я думаю, что многие слышали про тот ажиотаж, который происходит в концертных залах, в театрах, особенно на приобретении билетов к данному спектаклю, к балету. И, конечно же, мы не можем не подарить эту музыку в тех городах, в которых она никогда не звучит. Абсолютно. Этого не существует. Конечно, мы едем с «Щелкунчиком» в таком, знаете, праздничном настроении. Сегодня Старый Новый год. И, конечно, мы не можем не поделиться этой искренней красотой, божественной красотой. Вот именно есть театральная версия «Щелкунчика», а это именно версия в исполнении оркестра «Щелкунчика». Она такая же, вот, может быть, завораживающая, такой же ажиотаж вызывает? Как думаете, просто же есть и визуальное воспроизведение, нельзя его исключать, а вам приходится именно только на музыку ориентироваться? Вы знаете, великий композитор Петр Ильич Чайковский написал
балет «Щелкунчик». Петр Ильич Чайковский не писал движения ног и прыжков. Да? Он написал гениальную музыку. Мы все знаем эту музыку. Я скажу сугубо личное мнение, многие со мной, может быть, не согласятся, но когда я иду в театр и слушаю, смотрю, я первое сказал, что слушаю именно балет, я не могу смотреть на сцену. Ну, я музыкант, это мое личное мнение. Меня отвлекают движения. Пусть мои коллеги по балетному цеху не обижаются. Я слушаю в первую очередь только музыку. Мне проще закрыть глаза и окунуться в этот мир безумной красоты. По-моему, он даже не требует никакого дополнения, никакого визуального ряда. Но опять-таки я подчеркну, это сугубо мое личное мнение. Я с вами отчасти соглашусь, потому что действительно музыка в «Щелкунчике» просто потрясающая. И мне так радостно, что в наших других городах республики есть возможность послушать эту музыку не из каких-то, может быть, колонок и так далее, а вот живую музыку, которая же просто лечит, воодушевляет, вдохновляет. Это продолжение новогодних чудес, не находите? Абсолютно, вы правы. Вы очень тонкий человек, и вы это очень тонко чувствуете. Артур Искандарович, а если говорить о продолжении сезона музыкального именно, что еще бы отметили, что предстоит слушателям услышать, простите за тавтологию? Ну, вы знаете, я всегда призываю приходить всех на каждый концерт, просто потому что это каждый раз откровение. Это разная программа, это откровение тех чувств, которые композиторы вкладывали в свои произведения, и наши блистательные музыканты, и дирижер Дмитрий Крюков это, по-моему, очень успешно реализуют. Конечно же, будут и приглашенные дирижеры, и приглашенные солисты, изумительные солисты, победители конкурса Чайковского, и все наши программы, гастроли по республике, гастроли по стране. В марте месяце мы вместе с Денисом Мацуевым выступим на его фестивале в Перми. В апреле мы традиционно, опять-таки, наш ежегодный тур по Республике Татарстан. 2 концерта. Оттуда мы летим в образовательный центр «Сириус» с 2 концертами в Сочи. Оттуда мы прилетаем в Москву в Большой зал консерватории с Денисом Мацуевым, даем сольный концерт. Далее в мае опять-таки фестиваль Дениса Мацуева в Уфе. И это огромная работа. Вы знаете, нашей передачи не хватит все объять. Я просто всегда призываю интересоваться нашим приложением, сайтом. Там вся информация присутствует, и можно выбрать себе программу от очень глубоких, как, например, сейчас в декабре у нас прошел большой Брукнеровский фестиваль из симфоний огромных безумной красоты и глубоких симфоний великого Антона Брукнера и, например, до музыки, которая популярна в классическом мире, скажем, как, например, музыка к спектаклю «Пер Гюнт» Эдварда Грига. То есть можно выбрать себе что угодно. Поэтому наша дорогая публика следит пусть за нашими концертами. Мы всегда очень рады пригласить. И всегда ждем на концертах истинного искусства. Но у вас еще, я подметила, проходят иногда мероприятия, которые такие необычные. Да это не концерт. У вас проходят еще открытые репетиции оркестра. Планируется что-то подобное? И какой, если планируется, соответственно, был положительный опыт? Вы знаете, я даже скажу, что это не просто положительный опыт, а наша публика, дорогая, наряду с посещением концертов ждет также открытых репетиций. И в месяц это не менее 2, 3, иногда даже больше открытых репетиций. Причем мы их проводим в рабочее время оркестра, это с 11 до 15 часов. И вот в какой-то из временном промежутке нашей репетиции происходят открытые репетиции. И, честно говоря, за полчаса наша запись закрывается просто потому, что мы уже набираем то количество, которое мы в состоянии пропустить на нашу репетицию. Это огромной популярностью пользуется, просто потому что всегда интересно, что такое закулисье профессии. Мы всегда, приходя в концертный зал, видим итог работы, красивые костюмы, блистательную игру музыкантов. А как это все происходит на самом деле? Вот, конечно, на этот магический ритуал записывается большое количество наших слушателей, приходят с детьми, даже иногда совсем маленькими детьми, и, очевидно, таким образом мы, наверное, кого-то сподвигаем прийти в профессию музыканта. Я так думаю.
Артур Искандарович, последний вопрос. Я понимаю, что он, может быть, будет такой немного, поставит вас в сложное положение, но тем не менее. Среди наших телезрителей наверняка есть те, которые никогда не были на концерте симфонического оркестра. Вот порекомендуйте, с чего начать знакомство с симфоническим оркестром Республики Башкортостан? Понятно, что каждый концерт прекрасен, но все-таки... Ну, давайте так. Открываем сайт Государственного академического симфонического оркестра. Выбираем, пожалуй, число 29 января. Просто на близлежащие билетов просто нет. Завтра будет «Щелкунчик» в Уфе, но, естественно, еще в ноябре закончились билеты. И приходим на великую вторую симфонию Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении госоркестра. И дирижировать будет наш приглашенный дирижер Рустем Абязов. Вот лучше и не придумаешь. Музыка, которая тебя восхитит и влюбит в этот процесс навсегда. А дальше приходить просто на каждый концерт. И не надо бояться, я честно скажу, даже не обязательно сильно готовиться. Потому что наш дирижер Дмитрий Крюков перед большинством своих программ выходит и абсолютно на понятном языке рассказывает все, что хотел сказать композитор в этой музыке. А когда сам фактически исполнитель, дирижер говорит об этой музыке, это доходит несколько по-другому и, очевидно, чуть ближе, нежели это говорил бы какой-то другой человек. Поэтому не надо бояться никаких фамилий, ни Брукнера, ни Малера, ни Грига, ни Шостаковича, ни Чайковского. Надо просто приходить в концертный зал и окунаться и погружаться в этот мир безумной красоты. По-моему, сегодня только она нас всех может спасти. Я с вами полностью согласна. Артур Искандарович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что может нас спасти сегодня, 13 января, после новогодних каникул, и вернуть к жизни. Это самое главное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.